Среди этих цветущих садов далекого туркменского аула живет наш маленький герой. Его зовут Ораз. Небольшую и поучительную историю о его первом жизненном экзамене мы хотим вам рассказать. Смотрите, смотрите, какой голос. Увидите, он обязательно будет певцом. О, ох, и обрадуется Реджеп, когда увидит, какой у него богатырь растет. Только б не сглазить, хороший мальчишка, комбайнер будет. Ну, это как сказать. Он летчиком будет или доктором. Нет, прекрасный выйдет офицер. Такой голос у этого крикуна на весь полк будет слышно. Да не слушай-то их. Доктор еще выдумали какого-то офицера. Очень нужно. Ты председателем будешь. Только после меня. Договорились? Только после меня. Не торопись решать, Тарас. Прости, сыночек. Окончилась, наконец, война. Отец скоро с фронта придет, тогда и решишь. Вот, посоветуешься, как мужчина с мужчиной. Настоящий мужчина не должен спешить, когда решается важное дело. Папа. Мама! Что, сынок? Мама, посмотри. Это мой папа. Что ты говоришь? Он скоро вернется. Да, очень похож. Принеси мне, сынок, сумку с нитками. Это папа. Чью песню сейчас исполнил нам Бахши? А ну, Инесс, скажи. Это песня на слова великого поэта Махтум Кули. Он родился и жил здесь,
в наших краях в 18 веке, а может быть в нашем районе. И, может быть, ходил здесь у ручья? И сочинял стихи. Да. А кто из вас наизусть может что-нибудь прочитать? Я. Арас Егмуров. Арас, ты прочитаешь там стихи? Какие стихи? Что с тобой? Ты совсем не слыхала, о чем мы здесь с ребятами разговаривали? Нет. Чем ты занимался? А ну-ка, дай мне свой альбом. Посмотрим. Ага. Хорошо. Кого ты здесь нарисовал? Махтум Кули. Ну вот, а говорил, что совсем не слыхал. Аман, подожди! Постой, куда же ты? Ну что ты все время убегаешь? Теперь не убежишь. Сядь здесь, сиди, не двигайся. Ладно уж, давай. Только скорее рисуй. Ben elimden bağlamda sarkaradı bolsamda Günüm doğdu diptir kudasına dolamda Ben günüslü toprağıyım beni yaklı oğluymen Ben günüslü toprağıyım rövşen masli oğluymen Sadiyan sadıynalim sadoturim Sadıynalim sadoturim İki doğun, gün doğunum görsülip Parlagan bakı doğundum haberli Senin bilin sirana, çıksın seher saları Beni koyur hirana, vatın bizim bağları Sadiyan sadıynalim sadoturim Sadıynalim sadoturim Bağa baksam bağlarda türlü surat görüyorum Dağa baksam dağlarda türlü surat görüyorum Словно сажа черен я, кожа круглый год смыла, и с рождения меня мама солнышком звала. С детства солнышку я рад, не люблю сидеть в тени. Ну-ка, солнышко, мой брат, луч как руку протяни. Куда? Ты что, ослеп? Не видишь? Женет танцует. Гляди. Ты видишь, Арас опять что-то рисует. Смотри, Джанет, он тебя нарисовал. А кто рисовал? Арас. А сам он где? Вон он. Арас! Арас, подари мне этот рисунок. Не подарю. Почему? Научусь хорошо рисовать, как ты танцуешь, тогда я подарю тебе. Ну, слишком долго ждать. Ничего подобного, недолго. Я быстро научусь. Я все время рисую, всегда.
Ну уж и всегда. На арифметике особенно. Он хорошо рисует только во сне. Вот именно, когда сплю и рисую. А чем? Ногами? Не ногами, а в уме. И все выходит само. И рисунки какие-то особенные, прекрасные рисунки. Даже иногда просыпаться жалко. Буду ждать твоего подарка. Спасибо. За что спасибо? За то, что он пачкает бумагу? А ну давай сюда. Ты опять порвешь. Нет, не дам. Какой из тебя выйдет помощник матери? И не стыдно тебе заниматься всякой ерундой. Дедушка, у меня, наверное, руки такие. Сами рисуют, честное слово. Сами? Так ты еще и смеешься надо мной? А ты мои рисунки не рви. Бездельник! Сейчас же домой! И чтобы я тебя не видел с этими пустяками! И вы все идите! Все! Марш отсюда! Дедушка. Отвяжи! Зря вы ругаете Араза. В Ашхабаде в нашей школе много ребят учатся, чтобы стать художниками. Я своему внуку не позволю заниматься всякой чепухой. Понятно? По улице хватит и одной балерины. Ого! Як врага! Ты мне и нужен. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Что скажешь, председатель? Прежде всего, познакомиться. Товарищ Лебедев, товарищ Аманова из Ашхабада. Очень приятно. Знакомьтесь, дедушка Араза. Вот как. Вы дедушка Араза? Да. Очень рад познакомиться. Здравствуйте, Иван Васильевич. Наша балерина. Здравствуй, дорогая. Ну, как ты проводишь каникулы? Вот готовлю ребят к выступлению. Хорошо. Очень хорошо. Так значит, вы дедушка Араза? Ага. Очень рада. Ты послушай, как они со мной говорят. Как будто я внук Араза, а он мой дедушка. На выставке детских рисунков в Индии принимали участие дети многих стран мира. Послали туда свои рисунки и школьники Советского Союза. Выставка в Индии получилась замечательной. За лучшие рисунки были присуждены премии. И одну из этих премий жюри прислала в ваш аул, товарищ, пионер Арас Тимуров. Иди сюда. Араз, тебя зовут. Араз. Ступай, сынок, ступай. Не смущайся, иди, тебя же вызывают, иди. Получай, парень, что заработал. Что у тебя, ноги связаны? Иди быстрее. Салам, Арас. Салам. Вот эту премию прислали тебе из Индии. Наше Министерство культуры поручило мне передать ее в твои руки. Это мой внук Арас. Как бы его отец сейчас порадовался. Да, конечно. Бери, Арас. Нет, должно быть тут какая-нибудь ошибка. Я не посылал моих рисунков в Индию. То есть как это? Что говорит? Это твоя премия, Арас, и никакой ошибки тут нет. Твой рисунок «Портрет матери» я послал на выставку. Его посмотрели в Москве, оттуда отправили в Индию. Я просто никому не говорил. Думаю, зачем же говорить прежде времени? Спасибо. Сынок, сыночек.
Индия. Ты что это, Растя? О чем так задумался? Да я все о том же, мамочка. Я хочу учиться. Художником хочу стать. Так товарищ Лебедев за тобой приехал. За мной. Сказал, что возьмет тебя в школу, но только осенью. Ждать я не буду, не терпится мне. Семилетку я окончил. Поеду в Ашхабад. До начала занятий поживу у дяди Мереда. Ну, поезжай. Я согласна. Спасибо. А я и не заметила даже, как у моего малыша выросли крылышки. Эй, мальчик! Ты что, слепой? Не видишь машина? Я-то не слепой. Это ваша машина, наверное, слепая, раз едет прямо на человека. Где тут Первомайская улица? Там большая парикмахерская. Иди в тот садик, там сядешь на автобус. Спасибо. А как пройти пешком? Пешком далеко, не дойдешь, пожалуй. Да я пешком хоть 100 километров пройду, не устану. Ой, простите, пожалуйста. Что, понравилось? Да, очень. Такой красоты ты нигде, небось, не видел. Да моя мама ткет такие же ковры. О. Дядя! Дядя! Какой я тебе дядя? Где Первомайская улица? А вон остановка, видишь? В брюках.
Разве ходит задом наперед? Я извини. Ты что здесь безобразничаешь, мальчик? Товарищ лейтенант, можно вас попросить? Товарищ лейтенант! Простите. Что такое? Я мужу завтрак несла. Вижу, он как-то подозрительно. Вот что ли, именно, ко мне. прилип к стеклу и моих клиенток смущает. Да я просто никогда в жизни не видел ничего подобного. Ты откуда? Из аула, у меня дядя здесь парикмахером. Постой, как тебя зовут? Ураз. Ураз? Ураз, дорогой мой племянничек, какой ты большой стал. Да, не узнал. Ураз, Жан, как ты вырос, да тебя же не узнать. Милый, поешь. Родного поешь, племянника не узнал. Вы уж простите, товарищ майор, зря вас потревожили. Бывает, бывает. До свидания. Юль Грек, иди-ка сюда, смотри. Узнаешь, что это место? Еще бы, речка в нашем ауле. Ты чего я любил в этом месте купаться? Молодец. А это кто? А, дедушка Ягмур. Нет, это я хотел нарисовать Махтум Кули. Махтум Кули? Похож, прямо вылитый. Я где-то недавно видел его фотографию. Погоди, а это кто? Твоя знакомая? Это девочка одна. Она учится здесь, в балетной школе. Красивая, ничего не скажешь. Дядя всегда шутит, Арас, ты не смущайся. Подождите. Смотрите, что мне из Индии прислали. Тебе? Неужели из Индии? Ой, там была выставка, мой рисунок понравился, и мне прислали премию. Премию? Ой. Ты слышишь, что он сказал? Да, да. Говорил я тебе, что в нашем роду все мужчины талантливые, а ты не верила. Дорогой мой племянник, отныне твоя судьба, моя судьба. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вывести тебя в люди. Но ты должен во всем меня слушаться, хорошо? Хорошо, дядя. Мы с тобой далеко пойдем. Труден и тернист наш путь, но трудностей не надо бояться. Учение это для посредственностей, а талантливые смело идут вперед. Глядишь, и сразу вышли в люди. И как это ему удается? Удается, вырастешь, узнаешь, как это делается. Особенно в таком легком деле, как это музыка или это рисование. Стригутся у меня два художника. Первый учился лет 15. Даже академию окончил. Посмотришь на него, одет небрежно, не модно, работает много. Иногда мне на чай даже рубля не дает. Второй художник нигде не учился. Никогда ни о чем не думает. Всегда в прекрасном костюме и денег полный карман. И как это у них получается? Весь секрет в том, сынок, чтоб свое счастье поймать. Зачем тебе 5 лет учиться? Но это очень мало. Что ты? Много. И главное, это тебе совершенно не нужно. За 5 лет ты без всякой школы художником станешь. Вот именно. Во всяком случае, сможешь купить дом, как у нас. Представляешь, как мама обрадуется. Ты, Арас, слушайся дядю. У него голова, как у профессора. Вот сейчас ты его увидишь. В сильную жару он любит сидеть в парке. Гляди, это он и есть. И
Идем. Здравствуйте, товарищ Караджаев. Простите, пожалуйста. Совесть у тебя есть? Ни днем, ни ночью покоя нет. Я должен и отдыхать. Не в парикмахерской работаю, мне необходим кислород. Конечно. Сядь и жди. Что у тебя? Заказчик наклевывается? Нет, но тут совсем о другом пойдет речь. Но большие художники никогда не отказывались от добрых дел. Вот, взгляните. Дальше. Кто рисовал? Вот он, это мой племянник. Так. Учился где-нибудь? Нет, не учился. Еще не успел. Держи. Тут есть свой почерк. Ой, еще бы. Что от меня надо? Он хочет стать художником. Ах, вот как. Отлично, едем в мою мастерскую. Пойдем, пойдем. Я плохо позирую сегодня. Ты недоволен мной? Я собой недоволен. Ну вот, мы и приехали. Прошу. Курбан, ты-то мне и нужен. Заходите. Здравствуй. Кончай эти пустяки. В чем дело? Ты опять? Опять. Ресторану нужны картины, хорошо заплатят. Обычная тематика. На одной сбор хлопка, на другой дыни, арбузы, виноград, помидоры, яблоки, чтобы у клиентов текли слюнки и заказывали больше. Дают 10 тысяч, это все-таки деньги, на улице не валяются. Как всегда, поделим их с тобой поровну. Ну, а договорчик я уже подписал. Понимаешь, Мамед, надоело мне. Что с тобой? Ты что, отказываешься от денег? Разбогател? Нет. Но дело-то нечистое. А ты тут при всех. Тьфу. На сегодня хватит, сестренка. Да, Курбан. Да. Скажи-ка, пожалуйста, а картину для санатория ты уже закончил? Наверху. Наверху? Угу. Ничего. Недурно. Что такое? А где же подпись? Я копии не подписываю. Но ведь так же солиднее. Ну что еще за глупая щепетильность? Подлогами занимайся сам.
Занимайся сам. А деньги хочет получать. Ай, Курбан, Курбан. Идем, ай, Султан. Кульманов пишет, а я должен подписывать. Так сказать, разделение труда. Так это был художник Кульманов? Конечно, тот, о котором я тебе рассказывал. А ты что, его знаешь? Я просто видел его картину в журнале. А, вот как. Были когда-то картины. Дома, если будут спрашивать, скажи, я скоро. Ой, посмотрите, дядя, как живая, правда? Мне бы так когда-нибудь научиться рисовать. Как Кульманов. Да ты у меня через месяц будешь рисовать в 100 раз лучше. Слышишь, племянник, ну что я тебе говорю? Вот они, кульмановские творения. За эти безделушки в базарный день и рубля не дадут. Заказчик – существо капризное, он любит яркий сюжет. А разве рисуют для заказчика? А для кого же? Это надо знать. Ведь красота – это гамма ярких красок. Она-то и заставляет покупателя раскошеливаться, понял? Вот смотри, это все моя продукция. Перед такой красотой никто не сможет устоять. Вот это озеро, лебеди. Картина пользуется колоссальным успехом у городских жителей. Ну, чистый воздух, вода, кислород. Скажу прямо, берут ее на расхват. Или это. Эту почему-то исключительно берут холостяки. Видите, какая красота. Или старые недотроги. А вот еще одна. Несколько более сложная композиция. Вот смотрите. Сюжет доходчивый, волнующий. Ее берут, понимаю, всякие чудаки, фантазеры, люди, так сказать, эмоциональные. Я только на прошлой неделе сам такую купил. Ну вот. Так как? Тебе нравится? Нравится, нравится. Я научу тебя этому искусству, и ты постигнешь все его тайны. Здравствуй, Курбан! Здравствуй! Привет. Привет. Куда это вы собрались? Этюды писать. Поедем с нами. Такую натуру подобрали. Как раз в твоем вкусе. Я не поеду. Занят? С заказами не справляешься? Это не твоего ума дело, и нечего острить. Мне жаль тебя. Ты способный художник, а размениваешься на ерунду. Как хочешь. Я не нуждаюсь в твоем сочувствии. Караджаевская лесть, видно, засела крепко. Да перестань, не надо. Я уже картины писал, а вы еще портили краски. Зато твоя новая картина портит республиканскую выставку. Народ смеется над ней. Лжешь, негодяй. Какой-то он в последнее время странный. Курит без конца и молчит. Целый день молчит. А то порвет рисунки и бросит. А потом успокоится и опять начинает рисовать все сначала. Ты меня прости, но я его сестра, и мне больно видеть, как Курбан переживает. Прямо душа болит. Ты ведь знаешь, он человек способный. Помнишь, как все газеты писали о нем, о его первой картине? Что ж с ним теперь? Он очень изменился. Его не узнать за последний год. А что с ним делать, как ему помочь, не знаю. Он и со мной почти всегда молчит.
общительный, очень добрый и жизнерадостный. Друзья его любили. Зарабатывал он немного, но мы жили счастливо. В те годы он и написал картину, которую так хорошо принял. И вот однажды Курбан встретил какого-то Караджаева. И все. Па, да это же чудо! Час и сотня в кармане. 2500 в день. Сколько же это в месяц? Не могу сосчитать, волнуюсь. Не считай, все равно не сосчитаешь. Не так уж много. Если принять во внимание, что человек имеет дурную привычку спать и есть. Сколько на это времени уходит? Потом краски, кисти, да полотно. Все это покупать надо. Понимаешь, какие расходы? Да. Это ведь тоже нужно считать, да? А как же? Погоди, что это? Что за брюки у него? И потом таких рубашек в Ашхабаде давно не носят. А без модных сандалий в городе шагу ступить нельзя. Ученик Караджаева должен быть одет с иголочки и по моде. Сказано, сделано. Сейчас же в магазин. Но видишь, что за человек? Иван Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Дома? Только что вернулся. Наконец-то. Спасибо. Иван Васильевич, здравствуйте. Здравствуй, Курбан. Это сестренка, познакомьтесь. Айсултан. Очень приятно. Был только что на выставке. Может, поговорим? Прости. Прошу вас. Кто это? Это самый первый учитель Курбана. Он привез его из аула, когда ты была еще маленькая. Я давно хотел спросить тебя, Курбан, что с тобой происходит? Чему я тебя учил? Чему учили тебя в академии? Да разве можно на общественный суд выставлять такую картину? Но я же... О старом багаже, Курбан, далеко не уедешь. И вообще, где ты бываешь, кроме своей мастерской? Кто тебя окружает? Настоящий студент теперь. Он и вправду студент. Мой ученик. Чек нам. Сию минут, застегни пуговицы. Самый раз, как по заказу. А? Спроси, наверное, дорого? Неважно. Чек нам. Пожалуйста. Он заснул. Правда? Вот обрадуется твоя сестра, когда узнает, как повезло Аразу. Могла ли она надеяться, что такой большой художник столько внимания уделит ее сыну? Художник? Когда он увидел рисунки Араза, он просто обалдел. Что ты? Ну да. Я уверен, что тонкий художественный вкус он унаследовал от меня своего дяди. В нашей семье я всегда говорил, были и не переведутся таланты. Я уверен, Караджаев Аразов художником. Работать с таким мастером — это большое дело. За учение денег не нужно платить. Он все засчитывает за рисунки Ораза. Ораз работает много, не пройдет и месяц,
Откроет почтальон твою калитку и скажет: получите перевод от сына. Я купил Оразу красивый модный серый костюмчик и сандалеты. Все самого лучшего качества. А вкус у меня есть, ты знаешь. Рано купили. Избалуют только. Ну что зря говорить, дедушка Егмур. Ашхабад — это город, не то что наша деревня. Иначе нельзя, наверное. У большого человека он будет учиться. Читай. А, новый мазилка, здравствуй. А где Караджаев? Он ушел. А почему вы меня зовете мазилкой? Что это значит? Ну, это ты скоро узнаешь. Папа. Что тебе? Извините, дядя Курбан. Это ваша картина? Да, моя. Там, кажется, написано. Да-да. Мне всегда кажется почему-то, что это мой отец на переднем крае. Он на фронте погиб. А можно спросить, дядя Курбан? Да. Когда вы рисуете девушек, они всегда у вас почему-то получаются какие-то странные, с грустными глазами. Ты думаешь? Возможно. Дядя Курбан, простите, если я сказал что-нибудь обидное. Рисунок очень хороший, чудесный рисунок. Ораз? Ты зачем здесь? Разве не видишь, человек переживает муки творчества. Ну не мешай ему, Ораз. Ступай, ступай. Слушай, момент. Я шучу. Как мое предложение? Ты видишь, все готово. Я приготовил даже подрамники. Этот заказ выполняй сам. Как? Курбан, ты с ума сошел? Ну, Курбан, послушай меня. Ты слушай. Чтобы здесь, в мастерской, духу твоего не было. Как? Вот так. Курбан, погоди. Отстань, момент. Отстань. Ну, выслушай меня, Курбан. Выслушай. Не хочу. Слушай, разве так делают? Разве с друзьями так поступают? Да брось, какой ты мне друг. Самый лучший. Кто тебе заказ принес? Я получил уже даже аванс. Если работу не сделать, заказчики подадут в суд. Вот и дело. Но я же не умею. А разве не вы здесь хозяин?
к сожалению. До сих пор как-то уживался со мной, и вдруг... Ну ладно, не огорчайся, покажи мне, как дела у тебя. Вот одна, а вот другая. Как? За 6 часов только 2 картины? Зато смотрите, как красиво получилось. Да? Неплохо, неплохо. Я доволен тобой. На, держи на мелкие Спасибо. расходы. Да постой, куда ты? Пойду сбегаю в магазин. Завтра успеешь, а сейчас надо работать. Знай, что мастерство достигается только неустанным трудом. Скажите, какой подарок лучше купить маме? Не знаю, что понравится твоей маме. Для мамы любой подарок будет дорог. Платок вот этот. О, это подойдет молодой скорее. Она у меня очень молодая. Ах, вот это что? Ну, если молодая, то пожалуйста. А платье сколько? 95 рублей. Ничего, давайте чек. Знай, что мастерство достигается только неустанным трудом. И дом себе не хуже нашего купишь. Работаешь или же на ходу спишь? Работаю, Меметага, работаю. Ну, молодец, только так и приобретается мастерство. Работай, только упорный, непрерывный труд. Вот новости. Ты что, кульмановской чепухой решил здесь у меня заниматься, а? Не дам, не троньте. Спрячь, и чтоб я этого больше не видел. Завтра базарный день, нам план надо выполнять. А выходной разве мне не полагается? Устал, так и скажи. Полагается, но искусство требует жертв, дорогой мой. Ну, хорошо. Хорошо, завтра ты целый день свободен. Спасибо. А, Мазилка, и ты здесь? Почему вы меня так называете? Ну ладно. Ты мне сначала скажи, как это ты у Караджаева очутился? Меня привел дядя Мирет. А где ты учишься? У Караджаева. Ах, так, ясно. Слушай, уходи от него, пока не поздно, раз. Куда? Учиться тебе надо, малыш.
что здесь делаешь? Зачем пришел? Я пришел к Джанет. А где она учится? Да здесь где-нибудь. Нет, ты, наверное, ошибся. Что ты, я точно знаю. Она здесь танцевать учится. А, так она балерина. Балетный класс на 2-м этаже. Спасибо. Постой, куда ты? Постой, мальчик. Ну что тебе? А во время урока посторонним воспрещается входить в класс. Ишь ты какая. Дергать за косы нельзя. Я сегодня дежурная. Уж очень ты важная. Так полагается. А где ребята, которые учатся рисовать? Все ушли. А профессора Лебедева знаешь? Я профессора хорошо знаю, только теперь его тоже нет. Он с самого утра повел свой класс рисовать натуру. А не знаешь, куда он их повел? Как пойдешь отсюда, сразу повернешь направо. Там большой сад. Граждане, не проходите мимо, так дешево, почти за даром. Картина известного художника «Русалочки на берегу». Не проходите мимо, покупайте подлинные произведения искусства. Хороший вкус облагораживает душу. Картина знаменитого художника «Русалки на берегу», нашумевший сюжет. О, счастливая пара на загородной прогулке. Культурный отдых укрепляет семью. Редкий случай. Целая галерея. Купите картины знаменитого художника, и очень дешево. Вы только взгляните, какая работа. Покупайте, дешево продаю. Картина знаменитого художника. Купите, не пожалеете. Покупайте, такая картина большая редкость. А сколько она потянет? 160 рублей. О, Да постой, а дешевле не отдадите? Да куда же еще дешевле, дорогая? Посмотрите, здесь 16 русалок по 10 рублей. Ну, а остальное я не считаю. Там луна, река. Это просто даром. 16 говоришь? А вы посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да. Ничего не скажешь, ровно 16, все верно. Торгуем без обмана. Возьмете? 130. Ай, ну что торгуешься? Говорят, тебе картина знаменитого художника. Какого знаменитого художника? Зачем людей обманываете? А ты, малец, не вмешивайся. Убирайся. Так это я рисовал. Спросите у Гораджаева. Убирайся! Вон отсюда, мошенник! Сам ты мошенник! Больше я рисовать их не буду. Ты что, в милицию захотел? Нашумевший сюжет и тонкая работа. Да, да. И, по-твоему, писал ее знаменитый художник, да? Мировая знаменитость. Мазня это. Жулик. Ну что ж, неплохо, молодой человек. Только смотри, чтобы фигура не потеряла равновесие. Обрати на это внимание. Хорошо. И у тебя хорошо. Вот так. Я так и знал. Это мазня. Самая настоящая мазня. Тебе подобает быть учеником базарного халтурщика Караджаева. Ни формы, ни света. Вот посмотри. Ну-ка, ребята, все идите сюда. Это и вам полезно. Посмотрите, как он небрежно работает. Торопливо, грязно, неряшливо. Тебе чего? Проходи. Кто-то мешает работать. Раз. Девочки,
Джанет! Здравствуй, Арас! Здравствуй. Почему у тебя такой вид? Тебя кто-нибудь обидел? Нет. Экзамены сдал? Давно. То есть как давно? Почему что тогда не приходишь в школу? Я... Где ты живешь? У дяди Мереда. Ты Лебедева видел? Он о тебе спрашивал. Тебе надо обязательно с ним повидаться. Вот, возьми. Арас! Куда ты, Арас? Иди сюда. Твоего учителя нет. Дядя Курбан, теперь я знаю. Вы очень верно назвали меня мазилкой. Да что ты, а мне кажется, это неверно. Послушай, что эта девочка всегда так улыбается? Всегда. Улыбка у нее обаятельная. Ее нужно уметь передать в рисунки. И ты это сумел. А мне вот никак не удается. Да что вы, дядя Курбан, ведь вы настоящий художник. Я думаю, вы все можете. Не все. Ты сказал мне как-то, что на моих эскизах у всех девушек грустные глаза. Это очень верно. Но почему? Мне это нелегко объяснить. Потому, наверное, что за последнее время разучился многое в жизни видеть и понимать. А вот ты, оказывается, молодец. Вот смотри. Молодая мать держит на руках своего ребенка. Сколько счастья должно быть в ее улыбке, правда? Сколько радости должно быть в ее глазах, как у каждой счастливой матери. И вот этого раз я и не могу передать. А мне сказали, что от большой учености портятся мозги, и человек перестает понимать, что бы то ни было. Кто это тебе сказал? Дядя Мерет. О, раз, ты хотел поработать? У меня выходной. Ты должен Караджаева дождаться? Не буду больше у него учиться. Учиться? У такого забудешь то, что знал. Он не художник, а халтурщик. Идем со мной. Погуляем по городу. Идемте, дядя Курбан. Это он сам рисовал? Ну да. Как похоже. А почему он не приходит к нам в школу учиться? Вот этого я не знаю. Джанет, ты не знаешь, почему Арас не приходит заниматься? Нет, не знаю, профессор. Странно. А где он остановился? У дяди Мереда. Верно, верно. Он живет уже 2 месяца здесь, у нас. Не понимаю, почему он до сих пор не приходит на занятия? Ведь он же принят в училище. Да ведь это он тебя нарисовал, верно? Верно. Да чего же похоже? Правда, Мерет? Как 2 половинки одного яблока. А где мальчик сейчас? Играет где-нибудь, наверное. Гюльгерек, где Арас? Он ушел еще с утра. Он очень любит ходить, как настоящий художник, все разглядывает, а вернется, до полуночи все рисует, а потом никак не разбудишь. Здравствуйте. Ой, Анна Юль, вот молодчина, что дорогая. Давненько я вас не видела. Мы тебя встретили. Здравствуй, как доехал, Мериджан, я так благодарна за твою заботу. Что ты, не за что меня благодарить, сестра. То есть как не за что, Мерет?
Ты его устроил у самого лучшего художника. Ты же мне все написал. Ты о нем заботишься, как родной отец. Ну, что ты, Так вот в чем дело. Мальчик уже учится. Где же, позвольте узнать? Мне хотелось устроить его получше. Он учится у художника Караджаева. Караджаева? Да. Да это же базарный спекулянт. Он халтурщик. И вы отдали ему своего племянника. Да это значит погубить мальчика. Народ, как же это так получилось? Я думал, он большой мастер. Подождите меня здесь. Если раз там, я вас позову. Хорошо. А где мой племянник? А? Куда ты ушел? Куда он ушел? С Кульмановым гуляет. И вот уже 2 часа, его нет. Он и не вернется к тебе. Я сам его больше не пущу. Что? А кто мне возместит все мои расходы? Сейчас мы выясним точно, кто кому должен. Что? Раз ушел с Кульмановым. Идите домой, я скоро приду. Хорошо. А ну, друг, момент, деньги на стол. Ты что, спятил? Какие там еще деньги? Очнись. Деньги племянника. Мальчик работал на тебя 2 месяца подряд. Зато я обучал его искусству. А искусство требует жертв. Вот я про то и говорю. Давай, раскошеливайся. Ты бы еще с собой мешок захватил. Я его обучал, и я же обязан платить. И заплатишь, старый халтурщик, все до единой копейки. А ну давай, деньги на стол. И не 200, а 2000, пока я не передумал. После первой картины ко мне пришла известность. Стали меня хвалить, говорить как о мастере. Заказов стало много, что не сделаю, за все хвалят. Портреты писал, панно писал, пейзажи. Он все может, так про меня говорили тогда. И я брался за все, за любую работу. Когда много работаешь, совершенствуешь свое мастерство. Это не всегда верно. Смотря как работаешь и над чем. Я вот работала мастерство. И вы стали халтурщиком, дядя Курбан. Когда смотришь на эту картину, невольно вспоминаешь это время, эти годы. Художнику удалось передать нашу юность, звонкую, не пасующую перед трудностями юность. Теперь пойдемте в следующий зал, товарищи. Здравствуй, Курбан. Здравствуй. 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 На выставку решил прийти? Да вот, зашли. Простите, пойдем раз. Давно я его здесь не видел. Да. Эта замечательная картина – одна из первых картин художника Кульманова. Очень талантливая работа. Это про вас? Да, раз. Перед нами яркий эпизод горячего боя, в котором советские воины, презирая смерть, дерутся за каждый клочок родной земли. Композиция картины смелая и на редкость удачная. Очень выразительны люди в этой картине. В особенности центральные фигуры. Вот раненый сержант, вот его товарищ. Он отомстит за боевого друга.
Художник убедительно передает стремительный порыв наших воинов, идущих в контратаку. Ничто не устоит перед этим порывом. Строгий точный рисунок и смелая ясная живопись делают эту картину одной из лучших и, судя по отзывам посетителей, одной из самых значительных. Идемте дальше, товарищи. Наша республиканская выставка довольно большая. Это мой отец. Дядя Курбан, это вы моего отца нарисовали? Конечно, мальчик мой. Да. Не надо. Не надо. Неужели это тоже работа Кульманова? Ну и утро на канале. А где же тут Лювин? Этот художник людьми не интересуется. Век техники. Люди подождут. А картина бездушная, бедная. Она не может нравиться. Хорошую картину нельзя написать, сидя дома. Да, результат, сами видите, плачевный. Не следует плохо говорить о человеке, который умер. Не полагается, товарищ. Как это умер? Очень просто. Конечно, жаль. Но Курбан Кульманов, как художник, умер давно. Не смейте так говорить. Он хороший. Если я вправду сказал Ураз. Что вы, товарищ Кульманов? Ей здесь не место. Курбан, что ты делаешь? Не вмешивайся. Курбан. Зачем вы это сделали, дядя Курбан? Я хочу жить, мой мальчик. Ограбили меня дочисто. А ты знаешь, кого ты ограбил? Одиночку. Я же теперь базарный кустарь. Кульманов меня знать не желает. Заказы лопнули. Хоть в дворники нанимается. Дураки найдутся. Как-нибудь перебьешься. Наряд, постой, ты же свой человек. Может, твоей парикмахерской нужны картины? Заказ я... Прости. В чем дело? Ураз, куда ты? Эй, племянник, постой! Я хочу жить и работать! Кто здесь будет Караджаев? Документы ваши. Гони. Куда? Как куда? Домой? Считайте, что вы дома, Мамед Ага. То есть как дома? Сейчас придет сержант, он все разъяснит. Как? Входи, входи, не стесняйся. Ты здесь? Мамочка!
Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуй. Вот ты, оказывается, какой. Здравствуй, Джанет. Здравствуй, Арас. Я очень рада видеть тебя в этом доме. Я видела отца только что. Где? Да нет, на картине дяди Курбана в музее. А, я знаю эту картину. Курбан, у вас золотые руки. Сколько раз я плакала, она у меня дома висит. А вы настоящий художник. А раз и ты будь таким же. Так кончается эта поучительная история о нашем маленьком герое. Счастливого тебе пути, Орас!